Когда-то гармоничная связь между вами стала разрушаться, когда в вашу жизнь вошла эта женщина. Она отравляет ваш разум беспочвенными теориями, сеет семена сомнений, неуверенности и гнева. Ее намерение – разрушить ваши отношения, монополизировав ваше внимание на себя. До сих пор ваш человек не замечал ее тактики и навыков психологического манипулирования, постепенно отдаляясь от вас. Однако трансформация неминуема. Бог просветит их восприятие вас божественной истиной. Скорее всего, они обнаружат фасад, который представляет эта женщина, и ее попытки разлучить вас. С благодарностью ваш человек быстро положит конец этой манипуляции. Прошлый опыт может способствовать вашей восприимчивости к внешнему влиянию. Если ваш партнер уже сталкивался с ситуациями, когда его решения приводили к негативным последствиям, он может обратиться за советом к постороннему человеку, чтобы избежать повторения прошлых ошибок. Этот человек успешно отдалил вашу персону от вас и внушил ей многочисленные заблуждения. Напишите 1111, чтобы вернуть его себе. Присутствие третьего лица может казаться источником мудрости и утешения, что еще больше усиливает зависимость партнера от его советов. Это третье лицо обладает даром убеждения или оказывает значительное влияние на жизнь партнера, занимает позицию восхищения, доверия или даже боится разочарования, что заставляет партнера отдавать предпочтение его мнению перед собственными суждениями. Такая предрасположенность обусловлена страхом перед конфликтами или убежденностью в своей неспособности справиться с ситуацией самостоятельно. Однако вскоре ваш партнер осознает эту ошибку и быстро вернется к вам. Он будет твердо стоять рядом с вами и больше никогда не уйдет. Их хватка будет крепкой, и они будут выполнять ту роль, которую вы желаете видеть в партнере. Влияние третьего человека намеренно или непреднамеренно использовало уязвимое место, заставив партнера доверять его точке зрения больше, чем собственным инстинктам. Он разорвет все связи с этим человеком, вступая в конфронтацию с ним по поводу неправды, которую он о вас распространил. Этот человек будет навсегда исключен из жизни вашего партнера, поскольку он придерживается убеждения, что любовь и сострадание способны залечить даже самые глубокие раны. Кроме того, ваш партнер переживает трудности и неопределенность, что делает его более восприимчивым к словам тех, кто заявляет о своих благожелательных намерениях. Эта склонность обусловлена желанием получить подтверждение и руководство к действию в сложных эмоциях и обстоятельствах. Движимые решимостью, они вступают на путь искупления, признавая его трудность, но при этом демонстрируя стойкость человеческого духа и неизменную благодать, которая ему сопутствует. В будущем никакие внешние силы не смогут встать между вами. Гармоничные романтические отношения предстают перед нами свободными от фальши. Ваша связь перерастет в самый плодотворный этап вашей жизни, наполнит ваше сердце глубокой радостью и привязанностью, обеспечит будущее, наполненное смехом и удовлетворением. Если вы доверяете Богу, лайкните это видео, прежде чем оставить свою электронную книгу. Вы должны общаться со мной, предложить мне свои первые слова, когда вы открываете глаза в своей постели,
прежде чем вы сделаете или выразите любое другое действие. Говорите со мной от сердца, используя красивые фразы преданности. Не выходите за порог своего дома, не выразив благодарности за все, что у вас есть. Недоброжелатели затаились в ожидании, желая, чтобы вы забыли, откуда исходят ваши благословения. Поэтому назначьте встречу со мной утром, в разгар своего напряженного графика, отметьте время, когда вы преклоните колени и принесете в мое присутствие дела вашей семьи, вашей работы и вашей жизни. Да, я люблю вас, вы слишком дороги мне. Каждый человек в вашем доме занимает особое место в моем сердце. Поэтому не отдавайте другим то место, которое принадлежит мне. Если вы ищете победы, счастья и силы, то не можете пренебречь моим словом или игнорировать мои послания. Я закладываю в ваше существо точные указания, чтобы вы с верой и уверенностью нашли путь и решение своих проблем и невзгод. Если вы забудете эту вечную любовь, которая жаждет вас и защищает, и если вы позволите злому посеять сомнения и раздор в вашем разуме и семье, то беды, которые вас когда-то постигли, вернутся. Вы забудете, откуда пришло к вам спасение. Поэтому будьте внимательны, доверьте свои планы моему попечению, доверьтесь, ждите, и я разрешу ваши проблемы. Я не обещаю вам жизнь без трудностей. Но я дам вам силу в любом испытании, вы будете наделены властью, умом и мудростью. Вы будете глубоко благословлены, и мой мощный свет будет освещать ваш дом и семью в любых обстоятельствах. Не будет тьмы или негативного влияния, способного причинить вам вред, колдовство и чары не будут иметь над нами власти. Всегда помните о том, кто спас вас, когда вы сталкиваетесь с трудностями. Вместо того, чтобы поддаваться страху, эти слова укоренятся в вашем существе, и вы получите неожиданные откровения. Вы поймете свое предназначение и то особое и могущественное место, которое вы занимаете в духовном мире. Ваша сила будет достаточной для того, чтобы противостоять силам зла. Окажите сопротивление своим врагам и увидите, как они побегут. Слушайте меня внимательно и будьте уверены. Читая мое слово, вы откроете для себя неизвестные обещания и увидите вокруг себя многое, чего раньше не могли понять. Я люблю вас и отдал за вас свою жизнь. Я воскрес на третий день, чтобы наделить вас силой. Мой Святой Дух сойдет на вас, и вы почувствуете настоятельную потребность поделиться моей любовью с другими. Даже те, кто не верил, склонятся передо мной из-за послания, которое вы понесете. Это ваше время, ваша возможность восторжествовать и исполнить мое предназначение в вас. Ваш возраст и нынешнее местоположение не имеют значения, если вы верите в мое слово и в мою верность, а также обладаете верой, чтобы двигаться вперед. Смотрите вперед, не отвлекаясь на посторонние мысли и не оглядываясь назад. У вас есть предопределенный путь и место назначения. Если я окружаю вас благословениями и дарами, принимайте их с благодарностью. Не чувствуйте себя недостойными. Теперь вы освободились от своих проступков и можете смело подходить к моему престолу с прошениями. Врата открыты, и ничто и никто не остановит вас.
Я сам приглашаю вас войти. Пишите «Я люблю тебя, Боже» много раз. Вы сдерживались, чтобы не просить меня обо всем, что вам нужно, боясь, что не получите ответа. Я хочу, чтобы вы знали, что мне приятно отвечать вам и желаю выразить вам свою любовь. Я очень хочу, чтобы вы своими глазами увидели, как исполняются мои обещания и как вокруг вас происходят чудеса. Я нисколько не возражаю против того, чтобы вы звонили мне ранним утром. Поскольку я никогда не сплю и не отдыхаю, я всегда бдителен и внимателен и слежу за тем, чтобы вы ни в чем не испытывали недостатка. Поэтому не стесняйтесь обращаться ко мне, ведь я здесь, чтобы ответить вам. Я хочу делиться с вами прекрасным и неизведанным, открывая перед вами новые перспективы. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на наших отношениях. Я не хочу красть ваше время, а наоборот, неустанно работаю на ваше благо. Каждая минута, проведенная со мной, превратится в годы жизни и моменты благословения. Я хочу оживить вашу веру, чтобы ее пламя очистило все нечистоты, сомнения и обиды, превратив их в пепел. Обвинения ваших противников будут развеяны ветром в пучину, и я ожидаю увидеть, как ваше сердце наполняется благодарностью, когда я окружаю вас своей божественной любовью. Я призываю вас выразить свою хвалу собственными словами. Возлюбленный Отец, Бог мой, всем своим существом я признаю свою нужду в Тебе. Я здесь, потому что Ты срочно призвал меня, и я готов принести Тебе утешение и дать ответ, который Ты давно ищешь. Ваше доверие ко мне очень радует меня. Вы горячо молились и на коленях призывали мое имя во всех обстоятельствах своей жизни. Это говорит о вашем характере и сильной вере. Хотя я знаю ваши просьбы еще до того, как вы их высказали, я ценю ваши молитвы, которые подобны священному фимиаму, приятному аромату, доносящемуся до моего присутствия. Ваша сильная и уверенная вера позволяет мне с уверенностью помогать вам. Вы можете быть уверены, что получите то, о чем просили. Трудности, с которыми столкнулись вы и ваша семья, скоро останутся в прошлом. Я дам вам мудрость, чтобы вы могли противостоять трудностям, и вы будете расти в интеллекте. Вы сможете распознавать атаки врага еще до того, как они произойдут. Верьте и ищите благословений, которые я приготовил для вас. Я направлю вас к людям, с которыми вам необходимо связаться, даже если вы давно не виделись и не разговаривали с ними. Я пошлю вас к ним как благословение, и в то же время вы станете ответом на их молитвы. Я благословляю всех, кто верит в меня и ищет меня с искренним сердцем. Напишите 1212, если вы верите в это. Я открываю важную дверь в вашей жизни, но призываю вас сохранять смирение, чтобы гордыня не затронула вас в будущем. Найдите силу в моем святом слове. Наполняйте им свой разум, чтобы еще больше укрепить свою веру и доверие. Я призываю вас слушать меня каждое утро, открывая уши для восприятия моих слов и с любовью храня мои обещания в своем сердце. Молитва, которую вы произносили на коленях, имеет великую силу. Так что продолжайте молиться с таким же рвением и преданностью. Когда вам кажется, что вы достигли дна,
на самом деле вы тянетесь к небесам с таким прекрасным настроем. Моя рука всегда на вас. Лаская вас любовью, все небо поддерживает вашу искреннюю молитву. Теперь идите и занимайтесь своими делами. Мои ангелы с вами, и моя любовь защищает вас. Верьте и уповайте на меня. Я люблю вас. Я дал вам мужество и достоинство. Не принимайте поражения, не падайте духом перед лицом зла в это неожиданное время. Я знаю, что обращаюсь непосредственно к вам. Возможно, вы думали, что все потеряно, но я здесь, чтобы ободрить вас, взять вас за руки, дать вам надежду. Я пришел, чтобы выпрямить ваши шаги, чтобы заверить вас, что вы одержите победу в борьбе с одиночеством. Вы неустанно боролись, желая вырваться оттуда, где страдание – ваш единственный спутник. Вы так много плакали, что причина ваших слез со временем померкла. Вы чувствуете только грусть и боль, затаившуюся в вашем сердце, необъяснимую рану. Сегодня, в этот день, я здесь, чтобы исцелить вас. Наконец-то вы осознали, что вам нужна помощь, и в этом мире только я обладаю любовью и преданностью, необходимыми для того, чтобы исцелить раны внутри вас. Вам не нужно скитаться по дальним странам, убегая от ложных обвинений. Решение лежит не в слухе, а в действии. Пришло время встретиться лицом к лицу со своими врагами. Здесь и сейчас держитесь за это мощное обещание, которое вы почувствовали глубоко внутри себя. Вы знаете, кто я, вы поняли. Я заплатил за ваши ошибки. На кресте я положил свою жизнь, чтобы рассеять тьму и привести ваше существо к свету. На третий день я воскрес, и прекрасный голос воскресил меня из мертвых. Чистая, вечная и сильная жизнь – вот то благословение, которое я хочу подарить вам сегодня. Признавая свою нужду, вы вызываете торжество на небесах. Тем временем ваши враги трепещут, осознавая, что их время ограничено. В вашем сердце пробудился храбрый и победоносный чемпион. У вас есть достоинство, вы бесценны, страх больше не согнет вас. Вы не потерпите криков и оскорблений тех, кто пренебрегает моим присутствием и не относится к вам с уважением, которого вы заслуживаете. Жестокие люди предрешили свою судьбу, презрев путь, который я им указал. Они отвергли мои наставления и ухватились за ложь, но те, кто навлекает на себя беду, будут изгнаны и обречены на скрежет зубов и пылающее пламя. Теперь я возлагаю на твою голову венец жизни. Встань, мой чемпион, и сражайся за свою семью. Раздоры в вашем доме прекратятся. Мой Святой Дух воцарится в вашем доме и откроет двери для новых возможностей. Я подниму вас на духовный уровень, где только чистое и смиренное сердце может одержать победу в сверхъестественной сфере. В этом царстве не приветствуются высокомерные взгляды, а также те, кто называет себя праведником, указывая пальцем на других, не скрывает своих собственных грехов, преувеличивая ошибки других. Вы падали в прошлом, но это не повторится. У вас есть я, и если вы отдадите мне все свое существо, если вы будете ценить мои слова и включать меня в каждый свой план, я обильно благословлю вас. Вы одержите победу в каждой битве, с которой столкнетесь.
Напишите 2,22, чтобы подтвердить, но приходите ко мне таким, какой вы есть, признайте свои несовершенства, выразите мне свои чувства. Это подходящее время для того, чтобы задать мне вопрос, принести свои сомнения. Я дам вам веру и доверие, которых вы раньше не испытывали. Никто не сможет победить тебя в борьбе, потому что ты отдал мне свою жизнь, и я поддержу тебя любовью, а также всей своей силой. Горе тому, кто осмелится бросить вам вызов. Если вы слушаете мое послание, запечатлейте в своей душе эти слова, которые вы слышите, выучите их и запишите. Эти слова – путеводитель для ваших путей, они будут освещать вам дорогу и направлять вас. Если в какой-то момент вы почувствуете себя потерянным, вас могут постигнуть неудачи, но я готов поднять вас, потому что знаю, что вы серьезно отнесетесь к моему желанию помочь вам и не станете играть с моей привязанностью. Скажи мне, любимый, ты не воспользуешься моей добротой, и я не позволю тебе стать тщеславным или принизить других. Ты будешь относиться ко всем людям с уважением, исполнять мои заповеди, отвращаться от греха и не позволять злым мыслям занимать твой разум. Вы не будете никого обманывать своими словами, ваши уста не будут произносить ложь. Я знаю, что пока вы живете в этом мире, вы не будете совершенны. Однако ваша верность, настойчивость и старание являются основой вашей веры. Возьмите на себя обязательство вместе со мной сегодня бороться до конца и видеть себя любимым и ценным для вашего Небесного Отца. Используйте это чувство собственного достоинства, чтобы помогать другим. Но прежде всего цените себя. Прослушайте это послание еще 3 раза, и вы поймете, насколько сильным является откровение. Это преобразит вашу жизнь и будущее сверхъестественным образом. Слушайте и будьте готовы к успеху. Я люблю тебя и всегда буду любить. Что еще я должен сделать, чтобы убедить тебя? Я знаю, я возьму твою руку и поцелую твой лоб. Я еще раз скажу тебе, как сильно я тебя люблю, но таким уникальным способом, что ты почувствуешь это очень глубоко. Вы почувствуете священный аромат этой сверхъестественной любви. Я рассеиваю ваши нынешние заботы и погружаю вас в прекрасное и удивительное, вечное, святое и целительное чувство, которое всегда будет с вами, когда вы проснетесь на следующий день. Вы не будете прежним человеком. Эта прекрасная эмоция называется любовью, и если вы не испытывали ее раньше, привыкайте к ней, потому что я наполняю ваше сердце радостью и жизнью. Я люблю вас, и это нежное чувство будет расти с каждой минутой. Ваше существо преобразится, душевный покой возрастет. День за днем мир стремится к миру и свободе. Люди стремятся освободиться от разочарований и избежать одиночества. Но каждый раз, когда я протягиваю им руки, они отворачиваются в противоположную сторону и отвергают эту могущественную любовь, способную преобразить их жизнь, дать им мужество и силу следовать за своей мечтой и возродить желание жить. Это я посеял в них то чувство, которое подсказывает им, что они идут не по верному пути. Они должны вернуться ко мне, в свой дом, отвернуться от зла, питаться моим словом и исполнять мои заповеди.
Во внешнем мире их ждут только муки и страдания, но во мне они обретут вечный покой и бесконечное счастье. Будьте со мной, вот что я могу еще раз повторить вам. Пишите 888, если вы верите в Божий срок. Дорогой, любимый человек, мое желание – украсить твой день маленькими и очаровательными деталями. Давай обострим твои чувства, чтобы ты мог чувствовать, получать и воспринимать. Переживите еще раз то сладкое ощущение вечной любви, которое охватывает вас, что-то за пределами естественного, что-то, что можно только увидеть и услышать, необъяснимые эмоции, которые наполняют ваше существо, заставляя вас чувствовать себя так, словно вы летите сквозь облако, но при этом преображают вас, лишая того, что вам больше не нужно. Моя сила проявляется в ваших эмоциях и мыслях, а самое большое чудо отражается в изменении вашего характера и отношения к жизни. Вы больше не будете ни деревом без плодов, ни цветком без аромата, ни рекой без воды. Неуверенность и двуличие перестанут вас мучить. Ошибки перестанут быть вашим постоянным спутником. Слава моя будет окружать вас, принося утешение и мудрость. Вы же со своей стороны погрузитесь в мое слово. Откройте себя для ежедневного изучения Библии. Упорствуйте, не сдавайтесь, упорствуйте, упорствуйте. Это и есть то настоящее чудо, которое я жажду подарить вам: покой, получение моей любви, прекращение ваших мучений, обеспечение вашего благополучия и наслаждение моим присутствием. Слова и фразы, которые вы произносите, будут бодрящими и исцеляющими. Ваш взгляд будет излучать любовь и терпение, а ваши отношения с близкими будут полны доброты. Чудо без плодов подобно пустому бокалу, тарелка без еды, ночь без сна. Мои дела не стремятся произвести впечатление, но преобразить. Многие провозглашают чудеса, которые кажутся реальными и могущественными, но их жизнь и слова сеют смуту и злобу. Полная пустота. Те, кому не хватает любви, не знают меня, ибо я есть любовь. Не бойтесь, я буду рядом с вами, чтобы помочь вам простить, забыть, быть терпеливым, давать и получать возможности. Не позволяйте себя принижать. Придавайте каждому то значение и место, которого он заслуживает. Некоторые люди вокруг вас не понимают этой божественной любви. Их сердца остыли, а они потеряли веру в мою чудодейственную силу. Если они не верят, оставьте их в их мире. С теми, кто оскорбляет меня, я буду говорить: идите своей дорогой, теперь любите и творите добро без разбора. Если ты ранен, прости еще раз, а если прощение кажется недостижимым, ищи моего присутствия, преклони колени, и ты найдешь силу в моем Святом Духе, который наполнит тебя терпением и пониманием. Вы уже побеждаете в своих сражениях, вам нужно только заявить об этом. Протяните в вере и молитве руки, чтобы получить мое могущественное благословение. Я буду продолжать являть вам свою любовь различными способами до тех пор, пока вы живете в этом мире. Вы и ваша семья занимаете важное место в моем сердце, как на земле, так и на небе. Моя сила будет очевидна, и тысячи семей, получивших эти слова, будут восстановлены и благословлены.
Каждый дом, который любит меня, будет озарен моим божественным присутствием. Вам, слушающим мои слова, я желаю принести благословение и избавление, даровать вам мир и свободу с этого самого момента. Я исполняю просьбы вашего сердца и отвращаю от вас тех, кто желает вам зла. Я поддержу ваши усилия и помогу воплотить ваши мечты в реальность. Моя воля, чтобы вы и ваша семья всегда жили в благословении, здоровье и изобилии. Испытания будут приходить и уходить, враги будут пытаться обойти вас стороной, сбить с пути, но ваша победа и благословение останутся непоколебимыми. Напишите 555, чтобы получить божественную защиту. Я понимаю, что вы сталкиваетесь с трудностями, но хочу заверить вас, что вы одержите победу, если будете уповать на меня. Я призываю вас относиться к своим близким с любовью и чуткостью, признавать их сильные стороны, таланты и положительные поступки. Предлагайте слова ободрения и ежедневно дарите им поддержку и энтузиазм, в которых они так нуждаются. Цените их различия. Даже если некоторые из ваших близких обладают разными способностями, никогда не недооценивайте их. Представьте себе всех тех, кого вы любите, так, как вижу их я. У каждого из них есть особое предназначение, несмотря на наличие вредных привычек, пороков или конфликтов. Помните, как вы развивались. Я знаю ваши секреты и слабости, но моя любовь к вам растет день ото дня. Я не осуждаю вас за ваши неудачи и не помню ваших ошибок. Аналогичным образом относитесь и к другим. Многие не смогли бы предвидеть ваших успехов, но с моей помощью и вашим желанием совершенствоваться вы шаг за шагом продвигаетесь к стране процветания. Таким же образом я призываю вас поддерживать, благословлять, молиться за окружающих вас людей, близких и дальних, и побуждать их не сдаваться. Это особое послание адресовано вам, и я верю, что вы поймете его и послушаетесь. Несмотря на финансовые кризисы, конфликты и угрозы войны в мире, вы и ваша семья будете процветать. Не сдавайтесь. Скажи мне, подтверди, что ты будешь продолжать жить со своей семьей, ибо я люблю их. Моя сила и присутствие будут охранять вас. Прислушайтесь к моему голосу, когда слезы наполняют ваши глаза. Прислушайтесь к этому ясному и мощному слову, которое заставляет биться ваше сердце. Не позволяйте непонятным звукам овладевать вами и вызывать беспокойство. Я понимаю одиночество и печаль, которые вы испытываете, когда чувствуете себя покинутым теми, кого любите. Иногда любовь, которую вы дарите, не возвращается, но я прошу вас найти в себе силы. Она побуждает нас с вами отдавать все, делиться и жертвовать. Даже если вы столкнетесь с отказом, продолжайте любить со страстью. Несмотря на трудности, я обещаю тебе, что ты снова поднимешься, полюбишь жизнь заново и обретешь глубокое понимание любви и искреннюю привязанность. Никогда не позволяйте никаким врагам отгородить вас от моей любви. Отпустите прошлое и приготовьтесь принять благословение. Дверь процветания скоро постучится в ваш дом, избавляя вас от печали и направляя к возможностям роста и процветания. Вы благословлены,
и вас ожидает венец духовной награды, благословение, которым можно наслаждаться, сокровищивать и делиться, умножая его с течением времени. Пишите 777, если доверяете. Моя могучая рука всегда готова поддержать вас в трудную минуту, даже когда вы чувствуете себя отчужденным или обескураженным своими ошибками. Я понимаю ваше положение. Я люблю вас, защищаю и забочусь о вас. Откажитесь от негатива. Помните, что я повелел вам не падать духом. Не позволяйте эмоциям управлять вашим мышлением и поведением. Не позволяйте трудностям подрывать вашу веру, как в хорошие, так и в плохие времена. Я всегда с вами, даже когда вы чувствуете себя слабым или отдаленным. Сохраняйте свою веру, даже если она мала. Мой дух и мое слово заверяют вас в этом. Не бойтесь трудностей, ибо я ваш помощник. Вы мужественны даже в трудные времена. Вы пройдете через невзгоды невредимыми, вы преодолеете препятствия, не утонув. Не сдавайтесь, ибо я буду с вами, куда бы вы ни пошли. Я никогда не оставлю вас. Я здесь, чтобы выслушать вас, понять, простить и благословить. Моя любовь вечна. Погрузитесь в нее, почувствуйте ее как реку, которая наполняет и удовлетворяет вас. Аминь. Напишите «Аминь», чтобы получить эти благословения сегодня. Если наши материалы вдохновляют вас, пожалуйста, оставляйте свои положительные комментарии. Мы ценим вашу поддержку. Ставьте лайк, делитесь и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за просмотр.